Всем челом, друзья! Очередной осенний день прошел у меня дома, сижу, и на улице грязно, слякоть, и все-таки тоже надо думать о домашних, о хозяйке там, чтобы грязь не заносить. Я стараюсь не выходить из дома и решил такое записать небольшое видео. На что я снимаю, когда я один, например, я выезжаю, когда один, на что я снимаю. Если, конечно, не один, то я эту съемку ведет другой человек там на телефон, а когда один, я всегда снимаю на свой фотоаппарат. Ну и, извиняюсь, не на свой фотоаппарат, а снимаю на экшн-камеру. Экшн-камера Sicam, вот сейчас я прочитаю, Cgcam 5X Wi-Fi, то есть функция Wi-Fi, вот эта камера с колпачком. Это очень тоже хорошо, что можно объектив закрыть вот этим колпачком. Камера Cgcam, как говорил уже, 5X Wi-Fi. То есть функция Wi-Fi. Это чем удобно? То, что, например, когда камера находится там в боксе или на голове, ты же не видишь, что она снимает. А когда есть функция Wi-Fi, то есть устанавливаешь на телефон программу определенную и, пожалуйста, смотришь на экран телефона то, что снимает камера. Также можно с телефона управлять, там можно остановить запись, продолжить запись. Это очень удобно. Дальше. У этой, то есть экшн камеры, очень много функций. Можно вести как съемку, как авторегистратор. Дальше есть тут таймер времени. Можно, например, установить определенное время, он включится. Есть таймер движения на этой камере. Дальше есть даже небольшой зум 8 что ли. Он маленький, конечно, но я стараюсь не пользоваться, конечно, потому что изображение не очень. Но если надо будет, я сначала даже не знал, что здесь вот этот зум он есть. Оказывается, надо просто угол обзора выключить. Там есть в настройках, есть выключить обзора. Угол обзора, ставишь на положение выключить и окей. И все, и получается зум кнопками вверх-вниз, получается плюс-минус, то есть получается зум. Я не знал, и в интернете как-то случайно. Минус всех у экшн камер то, что звук некачественный звук, он получается глухой, как бы разговариваешь в бочке. Вот. Еще что сказать про эту камеру. Батарейка садится очень быстро, и для этого есть возможность подключения сразу к повербанку, то есть можно вести съемку именно подключив сразу powerbank. Есть разные крепления для этой камеры. Вместе заказывал в каком-то китайском интернет-магазине, не Алиэкспресс, как-то по-другому называется. Очень много здесь креплений. Вот это одна из штучек, которую я креплю на козырек кепки. Вот с этим креплением я могу, например, вот на этот маленький закрутить. Когда веду съемку, например, на столе, там установишь на стол и, пожалуйста, там он тоже регулируется, там как ты регулируешь, очень все удобно. Вот. Все это крутится дело. Дальше
монопод заказывать не стал уже. Ну, с камерой не пришел монопод. А просто использую просто обычную селфи-палку. Вот сюда эту камеру тоже как раз вставляется сюда паз. И если надо себя снимать, обычная селфи-палка. Ну, конечно, вот это не работает, вот это все подключение, но снимать можно себе. Также вот. Также есть аквабокс, то есть можно снимать в воде. Есть этот бокс закрытой задней стенкой, у которого полностью закрыта, то есть можно воду свой аквабокс. А есть вот стенка, которая там с пройден, чтобы звук был лучше. Но мне кажется, звук ничуть не лучше. Я просто пока еще в воду эту камеру не засовывал. Мне надо, чтобы в лодке не кидать же ее спиннингом. Дальше есть крепление на, например, там на руль, на вот это, на всякое. И еще там мелкие крепления очень много. Сейчас покажу еще, как я снимаю, например, когда я рыбачу. Да? Я просто вот бейсболка обычно, что не жалко было, то и продырявил. Вот такое крепление. Тоже у самой экшен камеры вместе приходит такой болтик. Да? Просто закручиваю. Вот. И получается вот так. Одеваю вот эту бейсболку. И все, снимаю, включаю и снимаю вот это все дело. Отлично снимает, как бы. Единственный минус этой камеры, то что звук очень плохой. Вот. Если ты молчишь, она там фон, очень громкий фон. Если чуть потише будешь разговаривать, вообще ничего не слышно. Вот. Надо разговаривать громко. Даже тут есть, конечно, регуляторы громкости там от 1 до 10, по-моему. Я стараюсь записывать 8 или 9. 8 надо разговаривать чуть погромче, вот так. А 9 уже там очень много лишних шумов появляется. Вот. Ну, в принципе, я вот еще какой пауэрбанк использую. У меня пауэрбанк, ну, не купил еще пауэрбанк, который там 10 тысяч мАч. Вот очень хочется его купить. А вот такой у девочек одолжил пауэрбанком на 3000 мАч. Даже не 3000, вон тут написано 2600 мАч. И мне, в принципе, на одну рыбалку вполне хватает сейчас. Я как бы подключаюсь просто и снимаю. Ну, в подключенном виде снимаю. Просто ложу в карман, во внутренний карман. Вот этот. Подключаю проводочком прямо к камере. И все. Идет зарядка и съемка. Вот что хотел сегодня показать вам. То, что чем я снимаю. А когда уже на улице, вот данное видео снимаю на телефон уже. Сейчас еще покажу домашний штатив у меня какой. Ну, в принципе. Вот этим штативом, то есть снимаю дома вот этим штативом. Как бы он как тренога тоже получается, он легкий. Тоже заказывал на Алиэкспресс. Он легкий и мне очень как бы удобный. То есть он крутится все где-то дело. Так и очень удобно снимать.
он очень легкий, и поэтому не стараюсь его брать на улицу. Так, ну, там, вот даже дуновение, если сильный порыв ветра, и то, наверное, унесет этот штатив. Только вот дома, если снимать. Ну, вроде бы, чем я снимаю, все показал. Вот. Да, еще чуть не забыл про эту камеру. Если кто собирается все-таки купить экшн-камеру, и ему лень монтировать там звук, например, записать звук на отдельный носитель, и лень записать, ну, лень будет это соединять. Я, к примеру, не люблю так, чтобы потом монтировать этот звук. Лучше купить экшн-камеру, чтобы сразу, чтобы в характеристиках было, чтобы можно было подключить внешний микрофон. Это очень важно, ребята. Вот сейчас есть уже CGCam 6, CGCam 7, по-моему. Там есть возможность уже устанавливать, подключать, то есть внешний микрофон. Он стоит недорого, в принципе, там на Алиэкспресс можно даже за 150-200 рублей купить этот микрофон. Просто подсоединяешь как к телефону обычному, и все, записываешь звук, уже получается намного лучше. Вот. А это сюда уже не подсоединишь, его надо переделать. Как-то там в интернете очень много, там на ютубе даже тоже там показывают, как переделывается. Но я не сторонник этого, сам не буду сюда лезть, так как я ничего здесь не понимаю. Вот так. Есть у меня подписчица Наталья, она выбирала, она тоже там выбирает, какую камеру купить. Я советую, вот эта камера очень легкая для нее, как бы, очень легкая. Дальше, если брать CGCam 6 или CGCam 7, то подключаешь там внешний микрофон, и отличный звук получается. GoPro камеры, они очень дорогие там, и Sony, например, тоже немалые деньги стоят. Эта камера стоила у меня 8000. Я покупал 8000. Ну, тоже там не дешевая камера. Но это оригинальная камера, CGCam-овская камера. Есть и там можно на Алиэкспрессе за 2000 найти, еще что-то. Ну, мне вот эта камера нравится тем, что, ну, как бы снимает неплохо. Ну, звук, извините, уже все. Ладно, ребята, все, я заговорился. Наверное, буду заканчивать. Друзья, всем спасибо, кто досмотрел вот это короткое видео. Я не знаю, даже не короткое, наверное, получилось, это болтовня у меня. Всем спасибо, всем до свидания. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, спрашивайте, что не так, все как смогу, так и отвечу. Постараюсь всем зайти, кто ко мне заходит в гости, посмотреть ваши видео. Может, что-то и сам подскажу, может, что-то и вы мне подскажете. Уважаемые гости, подписывайтесь, пожалуйста, на канал. А кто уже подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, ребята. Всем до свидания. Пока.